Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Сухуми прошла встреча представителей творческих союзов двух стран – России и Абхазии. Накануне в республике отметили День защиты детей. Администрация Сухума организовала большую праздничную программу. В этом году Абхазский многоотраслевой колледж оканчивают 88 студентов по специальностям повар и повар-кондитер. В эти дни в Абхазии проходят съемки российского сериала, посвященного событиям на Донбассе. Объединение усилий творческих союзов Абхазии и России для дальнейшего укрепления дружественных и партнерских отношений. С такой целью в Сухуми прошла встреча представителей творческих союзов двух стран. Во встрече участвовали министр культуры Абхазии Дауркова и замминистра культуры России Сергей Першин. Репортаж Шазины Ханагу. Под сводами Абхазского драматического театра прозвучали слова, объединяющие эпохи и судьбы. Здесь, в самом сердце Сухума, встретились творческие союзы Абхазии и России, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и вдохнуть новую жизнь в дружбу двух народов. Открывая встречу, министр культуры подчеркнул, что активное взаимодействие творческих организаций Абхазии и России способствует упрочению дружественных и партнерских отношений между народами. В свою очередь, замминистра культуры России Сергей Першин поблагодарил коллег из Абхазии за теплый прием. Россия и Абхазия связаны многовековой историей взаимодействия и дружбы. Нас объединяет гораздо больше, чем просто добрососедские отношения. Это глубокие духовные, исторические связи. Это абсолютно точно просматривается, в том числе в год 80-летия, на вкладе абхазского народа в дело Великой Победы. Культура всегда была и остается языком универсальным, который помогает нам лучше понимать друг друга. А самое главное, конечно же, сохранять и развивать наши традиции. Поддержка профессионального диалога между творческими союзами – одна из приоритетных задач нашего министерства. Встреча посвящалась различным вопросам сотрудничества и организации совместных проектов в сфере культуры. Коллеги из России рассказали о том, что происходит с творческими союзами в их стране и как они строят работу. Также о своей работе рассказали председатель Союза писателей России Станислав Антонов и председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазов. Глава Минкультуры Дауркова пригласил в республику представителей Союза писателей России для разработки проекта соглашения о сотрудничестве с Союзом писателей Абхазии. Замминистра культуры России Сергей Першин добавил, что необходимо обсудить с абхазскими коллегами возможность интеграции в проекты, которые уже намечены. Наши писатели с удовольствием примут для того, чтобы можно было бы здесь, на месте, проработать проект этого соглашения, определить те ключевые направления, которые сегодня необходимы, что называется с глазу на глаз, в такой непосредственном живом участии работы над этим соглашением и выйти на каком-нибудь ближайшем мероприятии, Сергей Васильевич, продумаем, где это можно сделать, на подписание. С результатами своей деятельности участников встречи ознакомили Союзы театральных деятелей России и Абхазии. Представители обеих организаций подробно рассказали о реализованных проектах, а также поделились планами на будущее. В ходе обсуждения театральной жизни в Абхазии российские и абхазские коллеги пришли к общему мнению о воссоздании Союза театральных деятелей. Министр культуры Абхазии Даурков отметил, что театральная жизнь в республике находится на высоком уровне и продолжает стремительно развиваться. Заместитель министра культуры Сергей Першин поддержал данную инициативу. Возрождение Союза театральных деятелей станет новым импульсом для творчества, обмена опытом и профессионального роста, как для молодых, так и для опытных актеров Абхазии. Я был на приеме у нашего президента, мы обсуждали рабочие моменты, и прозвучало с моей стороны предложение о возможности проведения в Абхазии театрального фестиваля. Хочу вам сказать, что Бадра Зурабович, наш президент, поддерживает всячески эту инициативу, и я надеюсь, что это предложение найдет отклик и у вас. То есть в Абхазии создать некую, наверное, ежегодную площадку
Да, и когда мы могли бы, возможно, это сделать осенью, в самый прекрасный период времени, да, сентябрь, бархатный сезон, проводить у нас в Абхазии театральный фестиваль. В рамках встречи также обсудили деятельность Союза композиторов и Союза художников России и Абхазии. В завершении мероприятия состоялся пресс-подход. Даурков и Сергей Першин подвели итоги. Встреча профессиональных творческих союзов со стороны Российской Федерации. Это Союз театральных деятелей России, Союз писателей, Союз композиторов России, Союз художников России. Аналогичные организации и представители творческих сообществ, представленные со стороны Абхазской республики. Это очень важный диалог. На профессиональном уровне происходит укрепление взаимодействия, рождаются новые связи, появляются идеи каких-то новых проектов. Обсуждали возможности общения по 4 направлениям. Да, это были представители наших театральных союзов, это были наши писатели, наши композиторы и наши художники. Но на чем я хотел бы заострить внимание? Это не весь спектр. Вот мы вчера тоже говорили с Сергеем Васильевичем, и даже вот насколько позволял рабочий график, мы посетили наш государственный музей, посетили нашу государственную библиотеку. То есть мы не собираемся останавливаться на этих 4 направлениях. То есть сегодняшняя встреча – это, назовем это так, начальным этапом нашей большой продуктивной работы. То есть мы будем работать по всем направлениям и охватывать все направления сегодня нашей культуры. Встреча проходила в теплой и дружественной атмосфере. Она подчеркнула неизменную актуальность культурного обмена. Шазина Ханаго, Раму Камке, Абхазское телевидение. В Сухуми также состоялась встреча молодых лидеров культуры Абхазии и России. Были затронуты актуальные вопросы сохранения культурного наследия, поддержки молодых талантов, развития современного искусства и использования инновационных технологий в сфере культуры. Участники активно обсуждали возможности сотрудничества в области театрального искусства, кино, музыки, литературы и музейного дела. Гунда Шова расскажет детали. Заседание молодых лидеров культуры прошло в здании Абхазского драматического театра, собрав представителей нового поколения, стремящихся к развитию и укреплению культурных связей между двумя странами. С приветственными словами к участникам обратились министр культуры Абхазии Даурков и заместитель министра культуры России Сергей Першин. Они подчеркнули важность подобных мероприятий для обмена опытом, генерации новых идей и реализации совместных проектов, способствующих обогащению культурного ландшафта обоих государств. Присутствуют молодые люди, которые приехали для того, чтобы повзаимодействовать с вами, для того, чтобы поделиться с вами своим опытом и перенять, наверное, ваш опыт также. А сегодня в Российской Федерации, я вам об этом тоже говорил, есть очень много интересных возможностей, которые для нас, для всех, могут стать некой такой отправной точкой для того, чтобы мы создали какие-то новые интересные продукты. В нашей стране, в Российской Федерации, есть абсолютное понимание неизбежности этого процесса. И президент России Владимир Путин уделяет много внимания молодым людям. И у нас создана интереснейшая, с точки зрения опыта даже мирового, система поддержки. Да, она многогранная, разноплановая. В рамках круглого стола были затронуты актуальные вопросы сохранения культурного наследия, поддержки молодых талантов, развития современного искусства и использования инновационных технологий в сфере культуры. Участники активно обсуждали возможности сотрудничества в области театрального искусства, кинематографии, музыки, литературы и музейного дела. О возможностях для молодых творцов на примере проекта «Таврида Арт» рассказала председатель молодежного совета Министерства культуры России, генеральный директор арт-кластера Ксения Артемьева. Вместе с командой создаем сейчас первый в России молодежный туристско-просветительский кластер. То есть, по сути, строим первый молодежный курорт в нашей стране. Создаем не только инфраструктуру, но и занимаемся развитием кадровых программ, образовательных событий, реализуем различные сообщества, о чем Саша тоже сейчас говорил. И все это во многом реализуется благодаря идеям наших молодых ребят.
Особое внимание было уделено вопросам популяризации абхазской культуры в России и российской культуры в Абхазии. Молодые лидеры выразили заинтересованность в организации совместных выставок, фестивалей, мастер-классов и других культурных мероприятий, направленных на расширение аудитории и укрепление взаимопонимания между народами. Для нас огромная честь работать с российскими режиссерами, художниками, исследователями культуры, кураторами. Для нас это является таким обменом культурами, и очень важно объединяться, делиться своими культурами. Встреча стала важной платформой для налаживания контактов и обмена идеями и определения перспективных направлений сотрудничества в сфере культуры между молодежью Абхазии и России. Кундашова, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. Заслуженная артистка Абхазии Хибла Мукба назначена генеральным директором Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Соответствующий приказ подписал министр культуры Абхазии Дауркове. С августа прошлого года Мукба исполняла обязанности руководителя театра. Гражданин России Отарий Кобахидзе, который вместе со своей дочерью посетил Сухум, снял видео и сообщил, что вернулся на родину спустя 33 года. Он сопровожден за пределы Абхазии. Репортаж пресс-службы СГБ. Сотрудниками службы государственной безопасности сопровожден за пределы Республики Абхазия гражданин Российской Федерации Кобахидзе Отарий Георгиевич, 1962 года рождения, въехавший в республику по паспорту гражданина России. Гражданин Кобахидзе в сопровождении своей дочери посещал город Сухум, где участвовал в съемках видео, содержавшего лозунг «Вернулся на родину спустя 33 года». После появления видео, вызвавшего широкий общественный резонанс, последовала незамедлительная реакция сотрудников СГБ, которые прибыли в Гагарский район, где находился на тот момент гражданин Кобахидзе. Простите за дочку, за меня, за то, что она сняла, за то, что я тоже, не подумав, поставили в интернет. Простите абхазский народ за то, что так получилось. Ввиду того факта, что подобные видео оскорбляют патриотические чувства граждан Абхазии, а также во избежание конфликтных ситуаций, дальнейшего накала в обществе, Кобахидзе был сопровожден сотрудниками службы госбезопасности за пределы Республики Абхазия в Российскую Федерацию. В дальнейшем во въезде в страну гражданину Кобахидзе будет отказано. В СГБ также предупреждают, что будут оперативно реагировать на подобные деяния. Трое жителей Галского района задержаны в Гагре. Они обвиняются в грабежах в крупном размере. Подробности в материале пресс-службы МВД. Группа лиц обвиняется в совершении 2 фактов грабежей в крупном размере. Фигуранты уголовного дела Хупени Лука Баадурович, 2006 года рождения, проживающий в городе Гал, житель того же города Речи Николай Манучарович, 2005 года рождения, и Гергидава Георгий Мамукович, 2003 года рождения, житель села Шашикуара Галского района, были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагарскому району. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые, действуя единым преступным умыслом из корыстных побуждений в городе Гагра на улице Авицба, открыто похитили золотую цепь стоимостью 117 тысяч рублей у потерпевшей 1953 года рождения. С места преступления скрылись. После чего на улице Саят Нова ограбили гражданку 1993 года рождения, сорвав с шеи потерпевшей золотую цепь стоимостью 63 тысячи рублей. За что вас задержали? Сорвал цепочки. Сорвал цепочки. Где именно? В колесо, рядом колесо обозрения. Спрятали куда? В отеле Фидж под кафелем. В отеле Фиджи под кафелем. В результате дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанных лиц при осмотре помещения по месту временного проживания гражданин Хупени указал потайное место на балконе гостиничного номера, где в целлофановом свертке хранились предметы, добытые преступным путем.
Потерпевшие опознали похищенное. Имущество возвращено владельцам. На период предварительного расследования, по окончанию производства которого материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые содержатся под стражей. Сумма начислений таможенных платежей в мае текущего года составила 407,5 миллионов рублей. При плане в 407 миллионов 100 тысяч рублей, сообщает ГТК. По итогам 5 месяцев текущего года таможенными органами начислено 1 миллиард 694 миллиона рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года больше на 160,7 миллионов рублей. Накануне в республике отметили День защиты детей. Творческий досуг, мастер-классы, песни, танцы и рисунки на асфальте. Администрация Сухума организовала большую праздничную программу с участием аниматоров, артистов эстрады, школьников и детских коллективов. Кроме того, на набережной прошла ежегодная благотворительная акция «Добрый картофель». На празднике детства побывала и наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Побывать пиратом или сказочной принцессой, рисовать цветными карандашами радугу на асфальте, играть в классики, спеть, станцевать и даже поймать рыбку в бассейне. Минувшее воскресенье стало для маленьких жителей и гостей столицы большим путешествием в праздник детства. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, протянулись от столичных дворов до парка имени Тараса Шамба и всей набережной. В общем, в каждом уголке Сухума для ребятишек были организованы игры, спортивные состязания, развлекательные программы с участием аниматоров. Не обошлось, конечно, без национальных песен и танцев и большой концертной программы. День защиты детей уже невозможно представить без благотворительной акции фонда Ашана «Добрый картофель», которая вот уже 9 лет проходит при поддержке ресторана «Бургер». Покупая картофель фри или картошку по-деревенски, жители и гости столицы вносят свой вклад в лечение тяжело больных детей. Все средства, вырученные в этот день, направляются именно на эти цели. В этом году собрана рекордная сумма – более 174 тысяч рублей. В роли продавцов выступали врачи, артисты, спортсмены, блогеры, работники культуры, журналисты. Поддержал акцию и Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Желаю вам счастливого детства, быть здоровым и новых открытий. Фонду от Государственного комитета по делам молодежи и спорта, так как нынешний год объявлен годом Владислава Григорьевича, в честь его 80-летия, мы хотим передать вам 60 футболок с его изображением. А вы уже распределитесь так, как вы хотите. Порадовали маленьких жителей и гостей столицы праздничной программой и гости из Нижнего Новгорода. Встречаем Центр военно-патриотического воспитания и военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником». Нижний Новгород. День защиты детей – это не только праздник, но и важный повод задуматься о том, как мы можем сделать мир лучше для маленьких жителей нашей страны. Мероприятие, прошедшее в столице 1 июня, яркий пример того, как общество может объединиться ради одной цели – защиты прав и интересов детей. Гугуца Вардания, Адица Сагария, Аля Самичба, Абхазское телевидение. В этом году Абхазский многоотраслевой колледж оканчивают 88 студентов по специальностям повар и повар-кондитер. Сейчас у студентов горячая пора выпускных экзаменов. Защиту дипломных работ по кулинарии посетила министр просвещения Хана Гунба. Выпускной экзамен, как всегда, был интересным и вкусным. В этом убедилась Аэлита Арутюнян. На кухне большие приготовления. Каждое блюдо – произведение искусства, которым нужно полюбоваться, а потом попробовать. Выпускники завершают финальные штрихи, чтобы представить блюдо комиссии. Елизавета Кочурова хочет стать кондитером. Заканчивая обучение, она с теплотой вспоминает время, проведенное в колледже, а для экзаменационной комиссии она приготовила шоколадный кекс.
Тесто готовилось по времени минут 20. Выпекалось 35-40 минут при 180 градусах. Когда я вынула кекс, обязательно он должен быть горячим. Я его полила молоком, дала ему настояться и оформила. А Арман Текнеджан собирается удивить комиссию пиццей «Цезарь». Он тоже планирует работать по профессии и специализироваться в направлении европейской кухни. Пока его блюдо запекается в печи, Арман рассказывает об ингредиентах, входящих в пиццу. Куриное филе, затем соус «Цезарь», пармезан, туда входит чеснок, горчица, оливковое масло, затем салат «Айсберг» входит, помидоры черри. И куриное филе обжаривается с двух сторон, нарезается на ломтики и выкладывается поверх пиццы. В этом году выпускниками стали 88 ребят. В колледже две формы обучения – очная и заочная. Чтобы закончить очную форму, нужно отучиться 1 год, а на заочном отделении 2 года. В этом году в Абхазский многоотраслевой колледж поступили 167 человек. Этих ребят ждет насыщенная и интересная программа, о которой нам рассказал директор образовательного учреждения Джумбер Мушпа. Мы работаем по российским стандартам, там все входит, в принципе, и практика, и теория, и лабораторная работа. Мы иногда и внутри проводим конкурсы между курсами, так что мы от программы не отклоняемся. Мы вот единственное, что мы ввели, история Абхазии, абхазский язык. И там абхазская кухня, наши традиционные такие блюда мы внесли туда. В Абхазии профессия повара востребованная и нужная, особенно в летний период. Но мы сегодня знаем в Абхазии, что как необходима данная специальность, насколько она востребована, потому что такое количество объектов туристических есть, строятся, и в дальнейшем будет количество их увеличиваться, поэтому нехватка специалистов очень ощутима, и поэтому могу с уверенностью сказать, что сегодня выпускники данного колледжа, они очень и очень востребованы и трудоустраиваются практически на 100%. Как известно, Абхазия – одно из любимых мест посещения туристов. Люди приезжают сюда, чтобы насладиться природой, отдохнуть, узнать культуру и, конечно же, попробовать традиционные блюда, приготовленные местными поварами. Безусловно, сегодняшние выпускники Абхазского многоотраслевого колледжа смогут достойно представлять богатую и разнообразную национальную кухню. Айлита Арутюнян, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. В эти дни в Абхазии проходят съемки российского сериала «10 историй о любви и смерти», посвященного событиям на Донбассе. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета и Министерства обороны России. Режиссер-постановщик Андрей Головков, авторы идеи Константин Эрнст и Семен Пегов. Все подробности в материале Алеки Трапш. Фонд «Амадеус» совместно с Первым каналом приступили к съемкам многосерийного фильма «10 историй о любви и смерти». Кинокартина расскажет о событиях, происходящих на Донбассе с 2014 года по сегодняшний день. Съемки 10 отдельных новелл проходили в ЛНР, ДНР, Москве и в Абхазии. Режиссер-постановщик Андрей Головков рассказал, что в основу сценария легли воспоминания военкора Семена Пегова, ставшего свидетелем трагических и героических событий на Донбассе. 10 историй, вошедшие в сериал, основаны на реальных событиях с добавлением некого художественного замысла и так называемой киношной раскраски. Но это никак не принижает картину. Она все так же остается душевной, отмечает режиссер-постановщик. Каждая история достаточно трепетная, очень близкая для меня, очень важная для меня и давалась таким очень большим трудом в плане какого-то переосмысления. Эта идея — это Семен Пегов. Практически со всеми, о ком он писал эти истории, совсем очень близко знаком, близко дружил. Если они погибшие, есть те персонажи, которые в нашем проекте заявлены, они до сих пор живы, здравствуют, сражаются, воюют. Я лично, благодаря Семену, познакомился с некоторыми нашими прототипами так называемых наших персонажей. И для этого, соответственно, мне пришлось съездить туда, познакомиться, пообщаться, что стало очень полезной вещью, потому что я хотя бы понял реальную мотивацию тех или иных людей, персонажей, которые выполняли данные функции на СВО. Сериал «10 историй о любви и смерти» – это не история войны, а рассказ о людях, оказавшихся в ее эпицентре – военных, добровольцах, мирных жителях, чьи жизни переплелись под обстрелами, а близость смерти обострила чувства и решения. Сериал состоит из 10 отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю любви, потерь и мужества. Архан Абулов в сериале играет роль чеченца Шамиля. Мне всегда интереснее
перевоплощения, изменения. Знаете, когда меня не узнают, для меня это высшая какая-то награда. Роль Шамиль — это, значит, воин, который в начале своей военной, скажем, карьеры, устраняя группу террористов, убил своего соседа, мальчика Саида, которого он знал с детства, из-за чего его отец, собственно, сосед Шамиля Муса, объявил ему кровную месть. И как эта кровная месть реализуется, как она проходит сквозь время, как она находит героя Шамиля на войне, на фронте, уже следующей войне, которая непосредственно сейчас идет. В Абхазии съемки проходили около недели в Парчале, Кутоле, Ишере и в Агудзырском военном госпитале. Снимались эпизоды про Колумбию, Осетию, Чечню и Дагестан. В них были задействованы широкий актерский состав, в том числе и актеры местных театров. В каждой серии рассказывается о новой истории, и ни один персонаж не повторяется. Оператор-постановщик сериала «10 историй о любви и смерти» Денис Саидов отмечает, что уникальная природа Абхазии отлично подошла для съемок. У нас одна из историй подразумевала джунгли. А это, как мы все знаем, особенно наши зрители, что это бамбук. И вот это вот вся история. И наши продюсера, я так понимаю, что у них есть свои здесь какие-то договоренности, и спасибо им за это. И мы действительно снимали здесь в лесах, где очень много бамбука, и, соответственно, искали там нарколаборатории. Здания ваши, которые, к сожалению, пока еще не восстановлены, да, и мы надеемся, что город очень понравился. Правда, я здесь впервые, вообще в Абхазии впервые в жизни, хотя я много где был, и сам, люблю эти горы и все. И здесь мы в первую очередь из-за гор, даже не сколько из-за джунгли, а из-за сколько у нас есть же чеченская история здесь. И поэтому совместить все вместе, допустим, поехав в Чечню, не получилось бы. Там нету определенных деревьев, определенных локаций, которые здесь есть. Я еще раз повторюсь, что я без ума от Абхазии. Мне очень понравилось. Мне понравились люди, которые здесь. Мне понравилось гостеприимство. Российский сериал «10 историй о любви и смерти» выйдет в прокат уже этой осенью. Алика Трапшель, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Администрация Сухума приобрела 2 мусороуборочные машины. 2 мусоровоза с задней загрузкой на базе КАМАЗ приобретены в городе Арзамас Нижегородской области. Стоимость одной машины 8 миллионов 789 тысяч рублей. Как сообщил заместитель главы администрации Константин Тарба, нехватка данной техники остро ощущалась в столице. В администрацию поступило очень много заявлений от муниципальных управлений, коммунальных служб на приобретение той или иной техники строительной, мусороуборочной. После мониторинга ситуации главой города Сухум Тимуром Михайловичем Агарба было принято решение в срочном порядке о выделении средств на приобретение 2 мусоровозов на базе КАМАЗ с задней загрузкой. Как всем известно, мусор из города Сухум собирается и вывозится в город Гал. Была большая нехватка данной техники. Ребята из благоустройства не успевали. Поэтому было принято такое решение, были даны поручения. И вот сегодня тот самый день, когда данная техника прибыла в город Сухум. Цена одного такого КАМАЗа 8 миллионов 789 тысяч рублей. В завершении выпуска расскажем о погоде. 3 июня в Абхазии ночью и утром ожидается туман, днем и к вечеру местами дождь. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23 градуса. Температура морской воды плюс 20 градусов. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания.